Здравствуйте. Понедельник, первый день рабочей недели. Группа депутатов Госсобрания нашей республики во главе с первым заместителем председателя Юрием Заболевым начали со знакомством с работой подразделений милиции в городе Якутске. Такая поездка была совершена по учреждениям в связи с тем, что депутаты готовы или планируют принять несколько законодательных актов по социально-экономическому развитию столицы республики. Прежде они знакомились с другими сферами, сегодня в понедельник с правоохранительными органами. Подробности после рассказа о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. В пятницу мы упоминали об отравлении студентов, работавших на ликвидации последствий паводка в Якутске. Как сегодня стало известно, 17 студентов отравились, подхватили кишечные инфекции, предположительно после того, как во время восстановления дамб их покормили едой, приготовленной как раз вот в столовой в этой. В субботу было установлено, что еда готовилась без санитарного разрешения. Да, собственно говоря, это одно из нарушений. А вот то, чтобы подтвердить окончательное подозрение, что именно столовая виновата, для этого все-таки еще нужно дополнительное расследование. В Международный день музея Национальный художественный музей столкнулся с неожиданно большим наплывом людей на мероприятии «Ночь в музее». Музей просто оказался не готов принять столько гостей, даже за деньги. Они в самом деле чувствовали себя гостями. Их встречала музыка, в буфете был кофе, соки, пирожные. На первом этаже наши местные художники устроили что-то своего рода такого Арбата, что ли. Да, соблазнов ночной музейной публике хватало. Ночной нон-стоп, музей всего мира, концерт и дефиле. Да. В общем, одним словом, было кому и куда и во что, так сказать, окунуться в мир прекрасного. Инцидент с новым самолетом авиакомпании «Якутия» Боингом продолжает будоражить умы. Хотя администрация авиакомпании уже опровергла сообщение о происшествии, но пассажиры утверждают обратное. И в частности они утверждают, что из Москвы они все-таки вылетали на Боинге. Однако вскоре после взлета в салоне самолета стали слышны какие-то посторонние шумы. После чего самолет несколько часов кружил над Москвой, вырабатывал топливо и только после этого приземлился. Да, и вот после этого уже их пересадили на Ту-154, который доставил их до места назначения, до Якутска. Итак, сегодня группа депутатов Госсобрания Республики во главе с первым заместителем председателя Юрием Заболевым знакомилась с работой подразделений милиции Якутска, в частности, второго отдела. Поездка предпринята в связи с намерением депутатов подготовить ряд законодательных актов по социально-экономическому развитию столицы республики, в том числе и ее правоохранительной системы. Мы вошли в 6 регионов, которые позитивные, которые сдвигают по раскрытию преступления, по удельному весу, который прирост преступления, раскрытие преступления. В 6 регионов России мы зашли, потому что город Якутск поднялся. Только мы даем показатели, это отмечено конкретно и коллеги и так далее. И прочее. Поэтому, если мы обратим внимание городу Якутску, особое внимание, да, и попросту от этого зависит, да, и 52% общей преступности республики, это в городе Якутске. От более пристальное внимание по городу Якутску, например, будет уделено внимание, значит, от этого выиграют только граждане нашей республики и тем более столица. Тем временем большинство горожан по-прежнему не знает в лицо своего Анискина, уполномоченного инспектора милиции. Большая текучесть уже не первый год становится предметом обсуждения на всех уровнях. Эта поездка не стала исключением. Значит, по участковым у нас не совсем, мне кажется, нормально в части. Значит, ставят, через полгода он уже идет в какую-то другую структуру подразделений. Значит, закрепление участковых, сколько их не хватает и что так, вот, почему народ там не держится. В общем, по городу у нас по городу 89 у нас участковых. Участковые, ПДН и экологическая милиция, потому что она за счет местного бюджета. И они включены в программу вот это жилье, в котором УВД города Якутска, я не знаю, вот этой сессии будет приниматься решение, выделение 20 квартир сотрудников конкретно, но это будет рассматриваться, но только вот эти 3 категории сотрудников только включены в эту программу конкретно. Поэтому мы работаем. А если это будет принято, тогда у нас участковыми вот это 3 подразделениями участковые КДН и экологическая милиция будут заключаться контракты о том, что они 5 лет будут работать в УВД города Якутска. Еще одна долгоиграющая тема – видеонаблюдения. Сейчас в УВД предусматривается 3 этапа
Это, во-первых, мы делаем мониторинговую систему дежурной части, это так называемый. Но сейчас уже тендер проведен, выиграла фирма, и сейчас они устанавливают. Как Это называется фирма? дежурная часть, да, Как называется фирма? не знаю, я сейчас не скажу, это я потом в течение дня могу телефон взять. Вам, тендер прошел. И конкретно в дежурной части устанавливается электронная карта города. И все патрульные машины, которые по городу ездят, они этими маячками, и они показываются по городу. Вторая система – это связь гражданин-милиция, например. Тоже в дежурной части стоит, например, человек звонит 02, оно автоматически это переправляется по территориальности карты, смотрится и по ГОМам уходит. И связь гражданин-милиция будем устанавливать. И второй момент – это система видеонаблюдения. Это только у нас денег хватило на центральной части города. Это площадь Ленина, там в 2-3 местах, площадь Орджоникидзе и кинотеатр центральный. И было хорошее начинание с этим. Мы, Энрис Борисович, тогда я вопрос задавал. Если весь второй микрорайон взять под видеонаблюдение, мы даже там здание изыскиваем, чтобы перевести там ПЦО, пульт централизованной охраны ОВО, чтобы подтянуть ОВО, потому что скоро там откроется пляж, и криминогенная остановка там будет оставлять желать лучше. И там цена вопроса 4 миллиона 200, 4 миллиона 300 тысяч. А пока денег нет и на помещение второго отдела «Белая дверь», что осталось справа, в квартиру. Комната рядом, рабочее место милиционеров второго отдела. Они работают бок о бок с жильцами бывшего общежития. А за стенкой-то у вас что, прямо жилье натуральное? Да. А кто живут, ваши же работники? Нет. Вот из 29 семей, те, которые ходят. Я почему-то думал, что они у вас наверху живут. Нет. И прямо В здесь. первом этаже, и третьем этаже, и четвертом. Как за стенкой? А где за стенкой? А вот прямо вот здесь. Вот, жильцы живут. Семья, да? Вот хорошая охрана. Это, конечно, шутка. На самом деле, лучше всего милиционеры стерегут задержанных граждан за 2 металлическими дверями. Туда, в дежурную часть, и направляются депутаты. Режимный блок. Вот. Здесь мы задерживаем по подозрению совершения преступления. В этом почему? Такого нет у нас. Еще одно учреждение – медицинский вытрезвитель. 75-80 человек в сутки – это норма, а спальных мест, между тем, только 51. А есть еще проблема аварийного здания, специального транспорта, который на ладан дышит, ну и, конечно, контингента, который не хочет или не может платить до 2000 рублей. Ну, в основном этот закон на сознательность граждан рассчитан. А реально сколько человек обычно оплачивают услуги ваши? Ну, на сегодняшний день реально, скажем, из 60 человек, если оплатят человек 5-6, то это считается нормально. Да? Контингент постоянный? Контингент, бывает, которые да, есть прибывают? такие люди, которые, да, действительно, постоянно попадаются. Мы даже уже знаем наизусть, когда фамилию, имя, отчество, где проживает, как, что, город. А вот Особняком в вытрезвителе – отделение для женщин и подростков. И только после того, как сколько женщин попадает в медведь? в среднем от 4 до 8. То есть у нас есть женское пьянство, оно есть. А детей? Детское пьянство, ну, не так часто бывает. Но Статистики бывает. нет, да? Статистики, ну, практически, как сказать, если в неделю один попадется, и то. где-то. Ну, мы же несовершеннолетних здесь не содержим. Вы только исключение к случаю, когда еще, что он не может ничего сказать там и так далее. Как правило, мы сразу, значит, составляется протокол и передаем их родителям. Задали депутаты и довольно каверзный вопрос, а не обирают ли сотрудники медвытрезвителя своих клиентов. Ответ был дан однозначный – нет.
Это просто невозможно. Дело в том, что каждого клиента, каждого постояльца с момента его поступления, во время осмотра, выемки у него всевозможных документов, вещей, которые у него в кармане есть, вся эта процедура записывается на видеокамеру. И если кто-то из клиентов и сомневается в порядочности сотрудников медвытрезвителя, то он может попросить показать ему эту запись. Она хранится в течение месяца. Ну что же, будем теперь ждать итогов этой поездки, уже законотворческой. На сегодня все. Встретимся завтра. Всего доброго.